13 градусов за бортом. Кто куда, а мы с Саньком опять на рыбалку. Да. Впереди ночь, выехали на ночь глядя, но нам не привыкать. Решили так, потому что если мы выедем утром, день будет потерян. А так доберемся, дай бог, до избы, отдохнем, поспим в избушечке, и с утра пораньше мы уже выйдем на речку. Дай бог, чтобы все-таки было. Погнали. Начинается новая серия. А впереди рыбалочка. Красоточка. Поворот аккуратно. Погнали. Дня 2-3 как-нибудь посмотрим, что получится, как получится, где получится, с кем получится и что получится вообще. Поехали. Еще раз здравствуйте, друзья, всем привет. Как мы вам и обещали, когда 3 дня назад, 3 прошло, 4, наверное, да? Нет, 3-4, наверное, примерно, уже потерялись в днях, что мы прощаемся ненадолго, что мы скоро вернемся. Так оно и получилось. С Божьей помощью мы сегодня все-таки добрались до избы. Время у нас вон 2 часа 20 минут. Среда, 2 февраля. Дорога была не то чтобы тяжелой, но очень и очень снежной. Столько снега не было даже тогда, когда мы пробивались первый раз. Сейчас просто снега навалило. Эти все деревья вот так вот загнуло. Сосны, вот эти березы, все вот так вот висит. И это все надо отряхивать. Ну, не проехать, потому что все загнуло. Все это надо было ломать. Дорога была долгая, дорога была нудная, дорога была трудная. Выезжали было минус 13, сейчас за бортом у нас минус 8,6. Растопили избу, в избе 28 градусов. В принципе, все нормально. Устали, хотим спать. Все-таки 2 часа нам. По идее, сколько? Часа 4, наверное, осталось поспать. С рассветом мы поднимемся, так что сегодня... Приехали из дома, кушать что-то даже и неохота. Ты как, Сань, будешь кушать? Ну, чисто символически по чарочке пропустить надо. Как же без этого? Домашние огурчики, вот. Ты, говорит, целую банку съешь? Я говорю, есть еще такая? За ужином вот это, говорит. Такой, говорит, нет, есть немного другая, и это, говорит, на балконе. Я говорю, ну тогда давай полбаночки. Я взял еще целую банку. Такой же, да, типа? Ну, наподобие, да, что-то. Лечо, не лечо. В общем, все домашнее. Продуктов привезли опять на неделю, так что не знаю, сколько мы будем. Все будет зависеть от завтрашнего дня, от завтрашней рыбалки, что нам скажет речка. Давай, Саш, по маленькой, наверное, чисто символически. Я еще хочу пить, просто пить. Не выпить, а пить. Где у нас? Вот она у нас. Выпьем за приезд, не будем нарушать традиции. Буквально чисто символически по половиночке. И все. Потом чайковского с печенюшками. Быстренько ложимся спать.
печку сегодня, наверное, сейчас одну березку еще закину, чтобы шаялась, наверное. Или осинку, или березку одну. И дай бог разгорится. Береза оставалась 100 раз еще. Мне кажется, ей просто, может, и ничего не надо. Нам осталось 4 спальника, наверное, не замерзнем, да? Посмотрим это, потом разрулим. Сейчас изба-то еще холодная, что. Все подложить, мне кажется, надо. На будет. улице тепло. Ладно, посмотрим. Вон, как Но мы вообще видим, тепло, да. В избе-то холодно. как мы видим, сегодня у нас освещение. Это привезли с собой вот такой вот аккумулятор. Сделали, мы приготовили дома еще вот кусок провода, крокодильчики. Воткнули это все дело в розетку питания. Запитали сеть. И вот купил специально, искал по всему Троицку. Нигде нет. Нашел только в электротоварах. Лампочка 12 вольтовая, 12 и 24, вот непонятно. Она говорит и так, и так. Ну, получается- работает и на 12 вольт, и на 24 вольта. 24, да, получается. Можно так, что до 12 она не перегорит по-любому. Ну, нет, конечно. 10 ватт, я так думаю, аккумулятора хватит надолго. На одну лампочку. Освещает полностью всю избу. Ну, лампочка, правда, и стоит 300 рублев. Одна лампа. Посмотрел в Алиэкспрессе, там вроде бы есть такие же лампы, но уже готовые с проводами, с крокодильчиками. Я, наверное, попробую заказать. Потому что даже на весновке, скажем, палатки, да? Аккумулятор, чтобы не, там же нет ни проводов, ни патронов, чтобы не таскать. Чисто аккумулятор. Закинул крокодильчики, провода и лампочку. И он освещение. Не надо никаких лент от повербанка и все такое. А есть, кстати, еще, знаешь что? Кусок провода, вход в повербанк и такая же лампочка. Не лента просто, а просто лампочка. Так что с каждым разом мы становимся немножко поумнее. С каждым разом становится комфортнее. Что-то да что-то добавляем. На этот раз я привез вот такие вот липкую ленту. Типа губки она прилипает. Сегодня уже не будем, потому что устали день заезда. А завтра все щели, которые возле стекон, возле дверей, все это дело будем мы конопатить, чтобы... Это сейчас ветра нету, тепло. Будет ветер, будет все это сквозить. Все это дело мы законопатим. Прошлый год вот картонкой били, уже теплее стало, да, дверь? Так что с каждым разом что-то да что-то потихонечку изба обустраивается. Все хорошо. Ну все, давайте приступаем чисто символически. Давай, Саша. За приезд. И ни хвоста нам, и ни чешуи. Да. Все будет как надо. Всем здоровья. Сто лет не пил. Будешь запивать? Наверное, да. Крепка. Провалилась. Мне подписчики там кто-то пишет, я читаю комментарий. Типа, Гена такой веселый, Саня такой хмурной и молчит. Уставший. Да и можно сказать, я сильно-то и не разговорчив. Сначала. Это у нас будет дневной свет. Крокодильчика выключаем. Это у нас будет ночной свет. Я батарейки перевернул. И Сереги как-то помню, у него большие батареи были. Я говорю, ты переверни батареи наоборот. И они, говорю, гореть не будут. Он говорит, да нафига, сгорит же, говорит, фонарик. Я говорю, ничего не сгорит, ты переверни. Он бац, переворачивает. Я говорю, вот включи, проверь. Ну Я это говорю, же избей, сжег же он. да. Включи, вот такой фонарик, как у тебя-то вот этот. Ну да, вот такой. Такой. Серега включает, все, готово, нет фонарика больше, сгорел. Сгорел. Видишь, у них обратная полярность, да? Ну, там, да. Замыкание идет, получается. А тут, Плата стоит там. там одна батарейка, видишь, тут-то 3. Там одна, ну. Ну тут может и тоже нельзя, что-то может и идет где-то разряд, скорее всего. Вот это у нас ночная лампочка получается вот так.
Так, потевшие батарейки, которые же на фонарике горят. С фонариками у меня вообще, друзья, беда, блин. Надо что-то покупать фонарик уже. Вот Саня купил вот такой же за 200 рублей, что ли, купить его нафиг. Но его надолго не хватает просто всего лишь. Доехать вот хватает до избушки и все. Ну да. Арматек, говорят, хороший Ну фонарик. сколько? Ну 2 часа и все. Арматек, вот говорят, хорошие фонарики, но дорогущие, блин. Надо Арматек, наверное. А, мне еще надо... Мы еще это, запресс выпили. Надо обмыть нам камеру. Сейчас я буду изучать ее инструкции, что да как записать. Вот такая вот камера у меня сегодня. Скорее всего, вы уже обзор посмотрели. Я сегодня перед отъездом снял ролик, скорее всего. Первый выйдет, это будет после этого. Вы уже ее видели, камеру. Камера Калипсо. Ее, чтобы она хорошо и долго работала, по маленькой, наверное, мы еще... И все, буду разбираться. Завтра будем смотреть, что там творится подо льдом. И наш ящик, вот, дружок, понравилось. Ящик друг, продукты, вместительность 25 литров. Обычно я раньше таскал в 20-литровом ведре. И бывало, и знаешь, оно уже конуса идет, круглое, и в корыте не так. А так оно, кофр четко влезло, получается. Как раз по высоте кофра все закрылось. И все продукты, я считаю, приехал, все тепленькое. Я просто не хочу кушать. В принципе, плов вот этот теплый еще. Это курица еще тоже все теплое. Все приехало теплое. Теперь я уже точно знаю, что у нас хлеб на рыбалке не замерзнет больше. Не будем больше Морозить и грызть его, да? Да. Грызли. Ну что, достали по кусочку морозка, да, хорошо? Достали, что надо, что сразу будешь кушать. Чик, убрал обратно. Погрызли. Погрызли, да. Вот. Выходные прошли плодотворно. Выходные, в смысле, от рыбалки. Это мы неделю дома отдыхали, получается? Ого. Ничего себе. Целую неделю? Целью. Целую неделю нас не было здесь, оказывается. Время летит вообще незаметно. Кучу делов. Ну, плодотворно, плодотворно. Кстати, друзья, кроме ютуба, я сейчас вот на этих выходных буквально открыл еще себе канал на Яндекс.Дзене. Так что пока туда скидываю старые ролики, их у меня уже около 800 роликов. Просто мне подсказали, что если там все будет хорошо, там тоже со временем, когда все обустроится, будет капать монетка там понемножку, там, ну, 3-5 рублей. Вот я постарался, плодотворно потрудился эту неделю, мне подключили монетизацию, и вы не поверите, я заработал свои первые 5 рублей уже, там зарплата идет каждый день. Ты скажи 5 рублей, это не тысяч, а именно рублей. 5 рублей, да, не 5 тысяч, 5 рублей. Вот я недельку поработал, чтобы подключили монетизацию, там 10 тысяч минут надо, чтобы заработать. Ничего, зрители, там что-то 55 подписчиков уже у меня есть, 55. Так что, друзья, если вы зайдете ко мне на Яндекс.Дзен, буду рад вас видеть. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Кто давно подписан на мой канал, конечно же, эти ролики уже видел. Но я так думаю, основная масса этих роликов еще не видела. Это у меня сейчас идет 2019 год. Продольнички, летняя рыбалка, потом охота пойдет. Ну, так, выборочно. Даже не по порядку, скажем, лето-осень. Вот сейчас вот весна была, сейчас вот немного лета, потом охоту. Так вот, просто у меня все есть на жестком диске. Кто-то смотрит YouTube. YouTube это, я как понимаю, американская платформа. Яндекс.Дзен это наша, советская, чуть не сказал, российская. Так что будем теперь работать на два фронта. Не стесняемся, заходим, смотрим, подписываемся. Кто не видел, в принципе, интересно. Мне даже самому сейчас я выкидываю. Самому, допустим, очень интересно было посмотреть, чем мы занимались в 2019 году. Вот сегодня буквально ролик вышел, где вот это 4-й Федосей, это, блин, я как раз... А какой? Я его на свежем ролике сейчас бросил. Свежем. Точно, точно, точно. Отрывок ставил. Как раз мы говорили об этом, я отрывок ставил. У меня уже голова кругом идет от всего этого. Ну, работаем, работаем.
как можем, так и работаем. Стараемся на всем понемножку заработать денег. Давайте за это выпьем. Выпьем за новые наши приобретения, чтобы камера долго служила и чтобы наш рыболовный ящик друг действительно был другом. И хватит на сегодня. Даже за это выпьем. Хватит на сегодня. Я еще сейчас попью чайковского. И все, меня уже срубает. Я просто хочу спать. Сегодня в нашем доме, как говорится, поселился замечательный сосед, который спать просто не дает. Она, все говорю он, она. У меня девочка появилась, маленькая такая. Пока не будет 2 месяцев, конечно, я вам ее не покажу. В дальнейшем мы, конечно, ее увидим. Собачка Джесси. Саша папа. Саша папа. То есть Сашин песик, раб, отец этой девочки. Так что мы теперь кровные родственники. По собакам. По собакам, да. Скоро, очень скоро, друзья, мы увидим мою красавицу. Но пока она просто выматывает мозги. Не поспать, ничего. Грызет мебель, грызет занавески, писает, какает. Короче, труба полная. Глаз да глаз. Ой, глаз да глаз. И это очень приятно, когда носками шмяк туда. Ну, хорошо, что какает еще твердыми какашками. Вот это еще пока. Ну ничего, будет 2 месяца, сделаем прививку и, надеюсь, будем приучать ее уже к улице. Пока на улицу она у нас не уходит. Так что... Бродячих собак просто очень много ходит, так что, Да, очень чтобы она не заболела ничем, лучше пускай сидит дома пока. Очень умная собака, очень умная. Вот с полуслова все понимает, только писается какая-то. А в основном она просто умница. Скоро, очень скоро мы, друзья, ее увидим. Эту школу я прошел. Да. А потом все нормально. Терпит долго, да, взрослая? Вообще долго. Они могут вообще, ты вот утром сходил с ним в туалет, А она, если вот собака, вот понимаешь, что нельзя дома гадить, она будет до вечера терпеть. Ну вот, Она а будет терпеть. мелкие не могут терпеть, получается. Нет, конечно. Она идет и просто она же не писает под понимает. себя, Она да. идет, она просто где села. Иногда бывает на пеленку случайно. Ой, ты молодчина, полчаса прошло. Рядышком. Бывает случайно попадет и не поймет на это. Она только писает. Джесси! Это как Ералаш, это она еще не писается, она еще и какается. Да, Да? она еще и какается, да. Так же и у Ладно, меня. давайте. Скоро, очень скоро. Надеюсь, будет весновка. На весновке мы, наверное, уже увидим его как, не как щенка, а как сучки, в принципе, рано должны идти. У меня белка была на 8 месяцев уже полный рост, но это и будет полгода как раз. Ну, подросла уже, как вот принесли. Вот они это вообще быстро растут. да. Принесли вообще как варежка была, считаю. Я принес, у меня на ладошке вот так лежала. Ну, он лежал. Ну, чтобы побольше ладошки было. Бах уже большой, да ё-моё. Ну, тоже мы купили такую кровать, некая постельку такую аккуратненькую. Она там лежала что вдоль, что поперек, а теперь уже поперек она не лезет. Только вдоль и то калачиком уже, блин. Скоро уже все придется. Маленькая будет. Не, потом, как у нас коврики. Просто коврик, мягкий. Так вот она бывает это, на пеленке куда написала, туда ешь. А, А поругаешь, она не там спит, где в кроватке своей, допустим, а за кроватку пойдет и глазами так, глаза умнейшие, просто умнейшие глаза. Все-таки умная собака, видно, что что-то вот наши комилайки, они как-то более шубутные, да. просто Они... надо потом приучать ее в одно место. У нас нету, у нас у собаки нет места своего. Ну, я хотел сделать загородку там, типа, с ДСП, там, чтобы хоть один уголок. А у меня дома все было перекрыто. Все входы-выходы. Вот такие от старых шифонеров в сарае занес эти щиты. А так у нас... Везде, везде ставил. На саморезы закручивал. Новые шторы, просто затяжки сделала. На диване уже затяжки.
Это мы все прошли. Ладно, Хватит. Это мы потом все поменяли. Хватит. И диван поменяли, Хватит. и занавески. хватит микрофонить. Будем. Давай. Закругляйся. Хотел, так ко сну клонилось, считай, блин. 2,5 выпили. Да, все равно спать ложиться. Заряд такой Время-то уже. бодрости. Нет, конечно, надо отдохнуть. Завтра день за тяжелый день, но сегодня я смотрел, уже в 7 часов уже начинает светать. С каждым днем все теплее и теплее становится. Естественно, темнеет позже, так что завтра будем трудиться, будем рыбачить. Надеюсь, там дорогу не перемело, Где? нашу тропу. Да не, ее видно. Так ведь так много, но снег-то выпало, а все равно мы там углу. Ты что, я ехал, у меня снег был выше корыта. Мгм. Так что, если даже снег и выпал, пускай даже до половинки этой колеи, а так полностью всё. видно. До завтра. Завтра будет день, будет пища. Завтра мы утром проснемся, позавтракаем и скажем всем доброго утра и на рыбалочку. А пока всем спокойной ночи. Мы в избе, мы на реке, и это хорошо. До завтра. Всем пока.